третий период. Я это сейчас стираю, да? Мы вот эту свою историю, как до нас дошла наша религия, обязательно должны знать все как бы наизусть, как знаем, сколько сейчас Криштиану Рональду, сколько лет? Около 40. Ну, мы это все должны прекрасно знать. Это наш корень, это то, что мы живем и молимся, и читаем намаз каждый день, держим уразу каждый месяц. Мы должны знать, как все это до нас дошло. Насчет период пророчества у нас сомнений нет. Да? Насчет период сахабов проблем нет. Да? Сахабы. Никто из нас не сомневается, что какой-то сахаба мог обмануть нас. Да? А что это у нас Сейчас третий период. Период табигинов. Период табигинов. Во время периода табиинов в исламе или вообще среди сахабов, больше потом табиинов, учения сахабов разделились на две группы, на две школы. Первая мадраса тур-ра'i и мадраса тур-хадис. Мадраса тур-хадис. То есть это школа Ра'юн, а это школа хадис. Чем отличается? Основное отличие, что это мадраса придумывали от себя разные фетвы? Нет. Во времена уже сахабов, Ра'i. Ра'i это если мышление. Ра'i. Мышление и мнение. Мышление и мнение. Школа хадиса. У каждой школы есть своя причина. Это, можно сказать, даже последний период сахабов можно даже отнести к этому. Но это уже сильно начало отражаться во времена табиинов. То есть та сунна или то богатство, ислам, который оставил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своим сахабам, и тот ислам, который он оставил, он преподносился в двух школах. Это школа мнения и школа хадиса. Школа хадиса это город Медина. Город Медина во главе с кем? Ибн Умар. Абдуллах ибн Умара. И мы потом много-много надо будет взять и знать их наизусть. Ихних учеников. Хотя бы по 7 взять. Фукаха ус-саба. Потом после Ибн Умара здесь уже Медину заполняет кто? Фукаха ус-саба. И больше. Известны аль-фукаха ус-саба. 7 факихов Медины. То есть вместо Ибн Умар и также других сахабов, которые проживали здесь, Абу Хурайра, радиаллаху анхум, и также Зайд ибн Сабит и другие сахабы. Но я, чтобы очень много у вас информации не запутывать, хотя бы по одному мнению сахабу беру, по одному сахабу во главе который, и потом надо хотя бы нам
надо будет их знать, или хотя бы имена, или представление, что их было 7. Хотя бы. Это 7 лучше, чем ничего, чем 0, да? 7 больше, чем 0. Эта школа почему хадиса называется? Потому что в Медине многих изменений не происходило. Как мы вот живем в Казани, и живем, и работаем, то есть никаких больших изменений нет, и мы не знаем, что там творится дальше. Какие философии, какие там мнения или что-то, особенно сейчас-то хоть ладно, через интернет, через телефон можем узнать, а раньше вообще жили, торговали, никаких сильных изменений не происходили. Жили в глубине где-то, в пустыне. И все, как торговали, так торговали. Какие хадисы, на какой атмосфере пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил Медину, как их воспитал, на таком воспитании жили. А другие страны, как Египет, Шам или же Куфа, такие центры, они столкнулись с другими народами и с другими обычаями, с другими философиями, с другими вопросами, которые начали копать некоторые вопросы, которые не любили поднимать мединцы. Поэтому даже из Куфы, когда приезжал, спрашивал одного из ученых Медины, говорит, если, говорит, комара убить на теле и там кровь останется, это наджис или нет? Вроде бы же твоя кровь, но ты убил. Это наджис или нет? И они что отвечали? Они просто не думали об этом. Вместо того, чтобы думать, говорит, о крови комара, ты бы подумал о крови Хусейна, которому отрезали голову, говорит, и все. Когда, говорит, резали голову внуку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где-то в ваших краях, да, надо было об этом думать, говорит, а не об этом комаре, который ты хочешь убить. И все. То есть они не мединцы или ученые Медина, и также и другие факихи, и также имам Малик, который придет после них. Ну, через, допустим, где-то 100 лет, да, в 94 году родился, факихом стал где-то, ну, даже 40, да, где-то около 100 лет между ними. Между Ибн Умар и между Малик где-то 100 лет, ну, 100-110. Имам Малик такую же позицию потом и продолжал. Что он, если ему задают такой вопрос, какой-то или глупый, или что-то, кажется глупый, да, а он на самом деле реальный вопрос так и задает. И, например, Ибн Умара, радийаллаху анху, спрашивает, если будет человек, много людей около Каабы будут совершать таваф, и не сможешь подойти поцеловать камень. Раайтайни сдухимат. Надо ли? Ибн Умар, радийаллаху анху, я видел, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, целует камень, надо и целовать. Говорит. Я видел, надо целовать. А если, говорит, невозможно будет? Ибн Умар, радийаллаху анху, отправь свой если в Йемен, говорит. Ну, хотя он вопрос реально задал, который сейчас мы видим, да? Там, не то, что там не подойти, там даже увидеть невозможно. От того количества людей, которые сейчас есть. Они задают реальные жизненные вопросы, а они посылают их вопросы куда? В Йемен. Они не хотят думать. Ибн Умар, другой пример. Ибн Умар, радийаллаху анху, один спрашивает. Если, говорит, один сделал назр, дал обет, и этот обет потом, назр, оказался грешным поступком. Обет дал, я это сделаю. А оказывается, этот поступок оказался грешным. Например, если у меня так получится, я тут, знаете, вытащу, например, мешок картошки. А потом оказалось, что это мешок картошки, это уже другого человека. Он не свободный. А дал он назир. Ну, допустим, да? То есть он дает назир и делает это. Ибн Умар, радийаллаху анху, спрашивает, что делать, если человек дал назир, обет, но этот обет оказался грешным? Он что, как отвечает? Аллах Субхану Тааля приказывает, говорит, выполнить назир. Да? Выполнить назир. И Аллах Субхану Тааля запрещает совершать грех. Не думай сам, да? Да. Он по хадису. Аллах Субхану Тааля, говорит, приказывает совершать назир, надо выполнить.
А то, что касается греха, не надо выполнять грех. И он остается. А что мне делать? Это у нас в хаджи один раз так было. Один глава из наших районов Татарстана задает вопрос одному студенту. В то время он студентом был в Мекке. И он начал по этому масхабу так, был алимнар блайт, алимнар блайт. А он же глава. Он же... Нет, они говорят, а что, их собрать нельзя, что ли? Он же привык всегда собирать там с утра там. Надо... Глава же что, если какие-то вопросы есть, проблемы возникают, надо всех собрать, всех этих и посовещаться. А что, Зила Шабум, что ли? Поэтому Бугалим бывает это, Галим бывает это. А глава по-своему думает, что надо собрать и все. Обсудить на совещании. Логику понимаете, да? Мединцы, мадрасатуль хадис, они есть на это далиль. То есть они говорят, что делать, если в этом случае так-то, так-то. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил так. А если что-то новое им задается, если на это новое нету ответа, они не отвечают. Они говорят, мы такого не видели. Или я такого не слышал. А что делать? Я такого не слышал. Я не слышу, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно так сделал. Или я на это не могу найти далиль. Поэтому в одном из этих имам Малика задает вопрос, и на большинство из них, я количество не помню, по-моему, из 2 на 8, что ли, из 90 на 8, что ли, говорят, что сказал? Ладри, я не знаю. То есть задается имам Малику. Столько-то я, иншаллах, на следующий урок постараюсь, подзабыл этот момент. Задают ему много вопросов, из них почти на 80-90% он говорит, я не знаю. И все. Вопрос закрыт. Да. Да. То есть я не знаю на это далее. И этого, в принципе, потом держится и Ахмад ибн Ханбаль. Хотя они же прекрасно знали, что за ошибся одна награда. Да. Хотя они знали об этом, да. Могли бы сказать, я ученый, я могу ответить, что мне все равно сяваб будет. Они говорят, я не знаю. Ахмад ибн Ханбаль тоже позиция это держался. Он как, если в Коране есть, отвечал по Корану. Если нету в Коране, по сунне. Если не по сунне, он искал, где? Среди сахабов, любой, неважно, там, Куфа, Шам, хадис искал, случай искал, кто-либо из сахабов что-нибудь ответил. Он миллион хадисов знал наизусть, поэтому что-то он там мог найти. Его, когда Ахмад ибн Ханбаль спрашивает, кто 100 тысяч хадисов знает наизусть, может ли быть муджтахидом, отвечать на вопросы, то есть налево направо, сказал нет. Если его спросили, если 200 тысяч знаешь, он говорит нет. Если 300 или 400 тысяч знает, он руками вот так помахал, то есть может быть. Ахмад ибн Ханбаль. Ахмад ибн Ханбаль, ученый, хамбалитский масхаб. И вот давайте мы хотя бы один хадис расскажем от начала до конца. Со всеми иснадом. А со всеми иснадом от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кто передает, как. Мы один хадис даже не сможем рассказать. А отвечать на вопросы, я думаю, да, наверное, халял. Да? А халялизировать или харамизировать, так сразу в первый. Поэтому Ахмад ибн Ханбаль, Коран, Сунна, потом ищет среди сахабов кто-либо, он сам еще вообще иджтихад не делает. Потом, что делать? Если нету в словах сахабов, если он в словах сахабов находит несколько мнений, он что? Не выходит из их. Если один из сахабов на что-то ответил, он уже обязательно не выходит из его мнения. Обязательно приводит этого слова сахабов. Если же среди сахабов нет, тогда среди табиинов. Или среди 3 масхабов. Ханафитского, или маликитского, или шафиитского масхаба. Все равно опирается на что-нибудь, на котором можно ссылаться. Поэтому некоторые есть мнения, что, слабое это мнение, как бы предположение, что его не признавали как масхаб долгое время. Из-за чего? Потому что он только всегда отправлял переадресацию. Он не делал иджтихад. Понимаете, да?
Поэтому у него, если мугни, если взять, например, мугни, у него всегда будет по 3 ответа. Иногда по ханафийскому ответил, иногда ответил по маликитскому, иногда по шафийскому. То есть он всегда переадресовывал ответы, иногда такое мнение, такое мнение, такое мнение. Всегда у него была переадресация на этих ученых. Почему? Потому что это мадрасатуль хадис. Он из этой школы, которая, если до него кто-то уже отвечал по этому вопросу ответ есть, он отправлял туда. И Бидаятуль Муджтахид, в некоторых книгах, как Бидаятуль Муджтахид, да, ханбалийского масхаба нет вообще. Там только 3 масхаба: Абу Ханифа, ханафийский, шафиитский и маликитский. Потому что ханбалийский считается как он хадисовед. Но это неправильно, конечно, он был муджтахид. Конечно, он был муджтахид. И у него был свой иджтихад. И были ответы у него на некоторые вопросы. То есть, помимо того, что есть, у него тоже свой иджтихад был. Мы сейчас поняли, да? Эту школу, эта школа, огромная школа, она продолжалась веками. То есть по несколько сотен лет. И до сих пор это есть, еще есть, идет ахлюль хадис, мадрасатуль хадис, или ахлюль хадис, или мадраса, школа мадраса, где ученые не стараются от себя что-то ответить или что-то, пока не перелопатит полностью кого-нибудь из ученых, и на которого можно ссылаться. Мадрасатуль рай. Школа мнения во главе с кем? Некоторые говорят, что это Умар ибн Хаттаб. Но самая большая известная личность, которую основал, это Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд. Это, так скажем, его масхаб или его направление. Масхаб это не означает, который мы понимаем. Доступно нет, понятно, или этот? Я стараюсь потихонечку это все, не перепрыгивая. Ибн Мас'уд. Из этой школы Абу Ханифа, которой мы считаемся приверженцами, и эту школу мы должны тоже знать. Абу Ханифа потом еще больше расширил эту школу, добавив туда фикх ифтирады. Фикх ифтирады, за который его ругали. Фикх ифтирады – это от себя придумывать вопросы, которых пока вообще не случилось. Понятно, что если когда-то случалось, мадрасатуль хадис, если появилось новый вопрос или новое что-то, они искали в хадисах, если не могли отвечать, то они останавливались просто. Если этого не требовало, так скажем, что жизнь. Конечно, они на некоторые моменты тоже не молчали. Это же не означает, что мы не будем на это отвечать, да? Умар ибн Хаттаб и основал шуру, чтобы они отвечали на эти новые вопросы. Но новые вопросы все равно они были внутри Корана и Сунны. На что-то все равно они опирались и будут опираться. Ифтират сейчас. Эта школа, если даже они не могли найти в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ответ, они старались делать больше кияс, больше сравнить по аналогии. Какой из них ближе к ответу? И, например, женщина беременная и разводится с ней муж. Сколько она должна ждать? 3 месяца. А если она родила сразу через месяц? Который из них? 3 месяца ждать или уже родила? После родов? После родов. Есть 2 варианта, да?
Вроде бы 3 месячных. Понятно, что после родов через 9 месяцев только, да? Если так вариант. А если она через месяц уже родила, а 3 месяца уже еще есть. Очищение после родов, наверное, идет. Да. И когда Ибн Масуд, вот этот вопрос стал, Ибн Масуд радиллаху анху ответил, что после родов она уже что? Она после родов аят был ниспослан после очищения 3 месяцев. Поэтому она, вот этот аят, который сразу после родов, это больше последний ответ, чем 3 месячных. И если даже она родит через месяц, то это уже считается основным ответом, потому что оно было ниспослано после, чем после 3 месяцев. Понятно, да? То есть, если она хоть завтра родит, она уже все, она может выйти замуж, пожалуйста. После очищения, например, там, пожалуйста, все, она уже свободна. Нифас, да? Да. Ну, нифас это уже как бы другой вопрос. Она уже свободна, может выйти замуж уже через день. И почему? В одном же аяте, например, 3 месяца, да? А в другом 3 месячных, а в другом, например, пока не родит. И вот это пока слово не родит, она была ниспослана позже, значит, она является не то что отменяющей, а более последним аятом, который обобщающий все аяты. И вот это именно Масуд, когда радиллаху анху, когда он сказали, он сделал из этого вывод, видите, они начинают мыслить, как те сахабы, которые что, разделились, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что вы будете читать только где? Бану Курайза. Они уже начали вникать в смысл и сразу посередине дороги прочитали намаз, потому что сказали, что начали мотивировать слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, объяснять то, чтобы он только для чего это сказал? Чтобы мы спешили. Они начали искать изюминку или смысл слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям от внешних фраз, которые указывают, что только будет там. Внешние фразы говорят только там, на которые сахабы ахль хадис только там и почитали. А эти начали мотивацию искать слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сделали по-другому. Они не там прочитали, они читали где? В дороге. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, читать будет только там. Да. То есть это буквально понимание? Это буквальное понимание. Эти смыслы различия. А этот какой-то смысл, глубокий какой-то смысл, мотивацию, и из-за чего это все может быть. Раскрывает, да. Но иногда вот эти раскрывания некоторых смыслов у них уходило от чего? Слишком, иногда вот когда уже некоторые хотели слишком что-то раскрыть, они неправильно раскрывали. Что не нравилось кому? Вы говорите, ребят, не уходите от основного, то, что было сказано. Вы что-то слишком далеко пошли. Понятно? И этих ругали, не то что ругали, а не были согласны тем, ребят, ну смысл-то уж поймите, но смысл не в этом. Ну, например, те, которые, например, про штаны, которые там ниже щиколоток, да? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они в огне. Они говорят, ну при чем тут штаны-то? Разве какая-то тряпка может быть причиной, что ты войдешь в ад? Там должен быть такой грех, дело не в тряпках, то есть дело не в том, что у тебя там ниже или выше, а смысл, значит, там и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они другими, то, что Абу Бакр сказал, что ты не из них, значит, уже есть исключение. Почему Абу Бакр не из них? Потому что здесь под основой, когда все это по земле болтается, шатается, признак высокомерия. То есть они в этом видят высокомерие. А это видит буквальный смысл. Неважно, там, не знаю. Пророк сказал, что значит ниже щиколоток, значит в огне. Все. О чем думаете? Не надо думать. Да? Вот это и пошло среди сахабов, а потом уже на их учениках. А фик ифтирады, то есть это еще мы говорим о тех вещах, которые есть, которые произошли. Комара кто-то убил, пришел к ученому. Кто-то там это сделал, пришел к ученому. Кто-то совершил, пришел к ученому. Да? Эти не любили, что вы приходите какими-то глупыми моментами своих жизней. Эти отвечали, а Абу Ханифа еще добавляет такие вопросы, которые не случились и может даже в жизни не случиться.
наперед он придумывал разные вопросы или объявлял этим своим студентам, чтобы они размышляли над этими вопросами. И потом приходили они на следующий день или на следующий урок со своими ответами. То есть придуманные. Это не означает, что они нереальные, а придуманные вопросы, которые еще не случились. И когда им Абу Ханифе говорили, зачем ты это делаешь, он сказал, мы, говорит, решаем вопросы, то есть решаем ответы на это, даем ответы на эти вопросы до наступления беды. Если эта беда нас наступит, то мы уже будем знать, в какую дверь войти и через какую дверь уже выйти. Мы уже будем знать, откуда как зайти и откуда как уже выйти. Из этих фикхуль-ифтирады один из моментов, если говорит, у тебя есть наджис в кармане, можно ли читать намаз? Зачем ты возьми и выкинь наджис куда-нибудь, читай намаз отдельно. А сейчас с этими же, со шлангами же ходим. У нас эти медицинские шланги, которые там, кататоры, да, эти, и как раз он уже ответил на этот вопрос 1400 лет тому назад. Ну, 1300 лет тому назад. А? Можно? Да, можно, да. То есть, да, даже если оно скрытое и закрытое, которое не вытекает, если оно связано с телом, ну, через шланг, это не отдельный объект, который взять можно выкинуть, если связано с телом, то это читать можно. А ребенок в подгузнике? Подходит, например, если намаз читаешь. Если подходит, то ладно еще. Вот, если постоянно он с тобой, а если он постоянно, надо просто как Ахуль Хадис взял, выкинул, читаешь намаз. Понятно, да, то, что мадрасату раи и мадрасату хадис, это то, что происходит со стороны фикха. Это не война между ними или что там, не вражда между ними. Это разные позиции, разный подход. И у этой стороны огромное количество ученых. И также у этой стороны огромное количество ученых и хадисоведов. И принципы у них в жизни были разные. Ибн Аббас, Мекканская школа, это не означает, что он только в Мекке жил, он и в Медине жил, да? Просто потом больше в Мекке. Также Хасан аль-Басри, басрийская школа, шамийская школа. Они объединяют эти две школы, поэтому кто-то больше к ним, а кто-то больше к этим. Понятно. Но мы должны знать, что, иншаллах, вот эти две школы надо будет нам разобрать. Как бы нам тяжело это не было. Понятно, нет? Не сложно? С ответом на вопрос. Фикху и ифтирады придуманные вопросы. Придуманные. Вымышленные или придуманные вопросы на то время, особенно фатава Татархания есть, это фатава Хиндия, фатава Татархания есть там, если некоторые фетвы на самом деле, которые очень далекие вроде бы на то время казалось. Мухаммад Хасан Шейбани, ученик Абу Ханифы, ему приходит один вопрос задает. Во сколько, когда, говорит, заходит время Ахшам, Магриба. И все ученики удивились. Типа, ты вообще мусульманин, ты же... Это в то время же часов не было. Это сейчас можно, если какой-то городской парень, который никогда не видел закат, он не знает, что такое садится солнце, встает солнце, он не видел, он многоэтажки, да? Для него солнце есть или нет, больше ничего не знает. На то время, когда задает вопрос, засомневались, он вообще мусульманин или нет, если он Магриб не знает, когда время намаз, если он вообще читает, не читает.
И удивился Мухаммад Хасан Шейбани, говорит, ну когда заходит солнце. А когда, говорит, выходит время Магриб? А он говорит, ну когда исчезает вот эта белая полоса, шафак. А если, говорит, этот шафак не исчезает? И Мухаммад Хасан Шейбани говорит, ну нет такого места, где не исчезает. И все, на этом вопрос закрылся. Это был первый вопрос, который для мусульман был задан. Та проблема, которую у нас до сих пор мы не можем решить. И разные пакистанские, Умуль-Кура, кто только голову не ломает, да? То есть этот вопрос они поднимались некоторое время и обратно. Скорее всего, это был какой-то торговец, который все-таки застал перешел Астраханскую область, куда-то сюда, к нам уже. В Астрахани еще и заходит. Это уровень Астрахани. То есть он куда-то пробрался уже ближе к нам. Ближе к нам и увидел летом, что вот эта красота, она не исчезает. Они засчитали это за придуманные вопросы, и все на этом. А кто он ответил почему? Разве такое место, такого места на Земле не бывает? Все. Или разве такое место бывает? Такой, то есть, вопрос был. Сейчас мы, иншаллах, с вами начинаем разбирать Мадрасатур Рай.